Здравствуйте, друзья! Времена наступили тяжелейшие. Хочется кричать, рыдать или спрятаться. Мне кажется, что люди договорились как по команде всех своих животных выкинуть одномоментно. Волонтеры не боги, побираются и выживают на собранные копейки, и на количество имеющихся у них животных на попечении не хватает. Если не заберешь сразу отказника у хозяина, то усыпляют. Если не заберешь с улицы, то раздавит машина, и мне присылают рентгены сломанных костей и дороговизны операций, или забирают отлов во всех городах и быстро сжигают. Вот посмотрите, когда отлову не хватает собак на улице, то они крадут домашних малышей во дворе и быстро увозят утилизировать. Главное, план дневной выполнить. Эти двое пропали бесследно. В мире творится мракобесие. Люди, как вы поживаете? На этом фоне ужасов бесит бессилие и невозможность помочь. Но зачем хозяева-то выкидывают и убивают, добавляя кошмарной жизни единицам волонтеров? Нам предостаточно уличных и без домашних выкинутых. Что же творится? Друзья, вот забираешь у нерадивых, недохозяев, забираешь, чтобы не усыпили, чтобы перепристроить. А ведь, по сути, их не разбирает никто. Они никому не нужны, никто не пожалеет. И получается, что следующих не заберет и волонтер тоже. Да некуда же. Значит, следующим не жить. И белая кошка, полумейн-кун, тоже выкинута беременной. Сколько смертей на подходе вместе с котятами. И на все это мы должны смотреть спокойно и проходить мимо. Привезли вот такого красавца. Вот. Маленький. Кошкам он нормально. На кошек он внимания не обращает. Друзья, вот сейчас забраны бывшие домашние, никому не нужные. Пудель, бигль, французик и цвингер. Кому 4 года, кому 8 лет. Кого-то выставили за дверь, кто-то уже сидел на помойке со своими игрушками и трясся. Кто-то передал поводок в дверях со словами «пока» и испуганными глазами собачонки, как, например, у бигля. Ну и белая большая кошка, почти мейн-кун, тоже ненужная. Что с людьми происходит? И куда этих собак? Вот они все собраны, бедолаги, ненужные, в мизерной одной комнатке. Человек с утра уйдет на работу до 11 ночи, и все будут предоставлены сами себе, все незнакомые между собой, и будут сидеть голодными, и будут метить все и вся, потому что не кастрированные, и потому что чужая территория. Может, по одному-то кто-нибудь возьмет по мелкашу. Разберите, мы сами поможем, мы сами кастрируем. Если не пристроятся, значит, следующие отказники будут трупы. Однозначно. Это девочка. А эти мальчики дружат, черненькие. Потому что и поэтому в одной переноске. Мы в порту. Черненькие братья. Девочка. Пирсик. И черный кот большой. Друзья, помните, я говорила вам про спасенных за зиму и весну кошек. Спасали дуром, спасали массово, спасали в морозы и опосля. Лечили, прививали, стерилизовали. Я оплачивала. Кошки все шикарные, всех жалко, все просились к человеку. Не прошли мимо них и мы. И вот остаточная большая партия в количестве 13 штук вылетает в Питер. Долгожданные 2 рейса. Такая долгая изнурительная подготовка, так как непривитых и нестерильных там не возьмут. Поэтому подготовка долгая и денежно затратная. Друзья, помогите на еще один рывок. Перелет до Питера. И первый месяц содержания в Питере – это корм, наполнитель, пиар. Каждая кошка обходится в 5000
плюс перелет и справки. Друзья, пожалуйста, помогите. Помогите, я вас очень прошу. Давайте спасем. Спасем этих бедных, несчастных животных, которые никому не нужны. И если не мы, то никто их не спасет. Стой, покажи свою мордочку. Да, вот так, вот так, да, вот так. Мы приехали, скажи, на очередное КТ. Да, измучили ребенка, уже измучили. Друзья, спасибо большое за помощь в обследовании Алиски и проведении КТ. Мы лечим ее с февраля месяца. И вчера снова были на приеме у онколога. Но нам назначили еще сделать маркеры у взятого гистологического материала. А это еще порядка 20 тысяч на 8 маркеров. Умоляю, помогите. И это продолжение обследования. Прошу вас. Помогите ей. Так, Алисонька, покажи свой носик. Вот, только глазик, да, подтекает чуть-чуть. И что-то. Вот, вроде все зажило тут, да, у нас? Друзья, оставайтесь с нами и на летний период тоже. Тяжело выживать, когда всегда с протянутой рукой, и приходится выбирать между едой, лечением, титрами и отправками. В Эстонию мы все-таки не смогли уехать. Приходится в чем-то собакам отказывать. Ну а мне без выходных и расслаблений, даже летом, постоянно напоминать вам о том, что мы живем только благодаря вашей помощи, друзья.